Мы находимся на Покровском тракте 12 километр. Сзади меня стоит дом Барнхаус площадью 6×8. Давайте посмотрим, что же там внутри. Мы сейчас в Барнхаусе 6×9. Дом почти построен, остались только отделочные дела. Барнхаусы сделаны из каркаса, то есть стены пироги. Они состоят из каркаса, обрешетки, ваты. 2 слоя минеральной ваты, говорю. Потом вот тут уже это идет. Изоспан. Ветрозащита, влагозащита. Снаружи то же самое. Качество. Утеплитель настенный, плиточный. Плиточный утеплитель. А на потолок там уже рулонный. Вот теплые стены стронки. Вот. Видишь, теплые стены стронки. Почему именно стены, а не потолок, не кровля? Есть лямбда 0,34. Улучшенный коэффициент теплопроводимости. Лямбда 0,34. Здесь тоже лямбда 0,34. Вот именно рулонный, теплая крыша стронки. Видишь, это стена, это крыша. Здесь рулон идет. Специальные утеплители. Чем выше лямбда, тем лучше этой теплопроводимости. То есть он лучше держит. Это не специальный утеплитель для этого. Минеральная вата важно. Экологичность и пожаробезопасность. Он не горит. Он минеральная вата. Именно из этих делают, из пород, из горных пород дробят. Он утеплитель делает. И самое важное, вот пароизоляция. Видите, изоспан, АФС, фольгированный. Здесь мы дышим, стоим, сейчас выделяем влагу. Здесь будем готовить, будем выделять влагу. Здесь будем принимать душ, ванную, будет выделяться влага. Эта влага не должна пропитаться утеплителем. Тогда утеплитель теряется. Утеплитель за счет воздуха, он утеплитель. И там имеется воздух. За счет воздуха утеплитель, свойства утепления держит. Когда влагу принимает, теряет свои свойства. Поэтому, чтобы защитить от влаги, нужно пароизоляцию сделать. Именно изолировать. Это по кругу будет, по кругу, ага. По кругу вот именно ФС будет. А там, с той стороны, сверху, допустим, и с боков, там уже идет ветрозащита и гидрозащита. То есть здесь 25 сантиметров, на улице будет минус 50 зимой, здесь будет 25 плюс. Вот именно в утеплителе здесь будет образовываться точка росы. Минус, плюс, и будет образовываться 0 градусов, и там иней будет. И все, иней, значит, тогда этот иней должен испариться. По факту потепления температура наружного воздуха, этот 0 градусов уже будет выходить наружу. И должен иней выходить именно из утеплителя. А как он выходит? Именно где мы покрываем вот внешнюю гидро- и ветрозащита, он наоборот пропускает пар через себя. И обратно не пускает, ни ветер пускает, ни воздух пускает, и ни воду. Да. Поэтому представь, вот крыша, пар поднялся через мембрану и стал водой. Эта вода должна испариться. Поэтому нужно вентиляцию сделать там. Вентилируемый именно фасад. То есть между утеплителем и фасадом есть воздушный ток-пар. Прослойка. Воздух поднимается вверх. Там еще сверху будем эти устанавливать трубы. Ну здесь, в принципе, крыша, она там проветриваемая идет наверху. В данном доме присутствуют теплые полы, исполнены огромные окна панорамные, которые открывают вид на потрясающую природу. Что мы можем сказать о площади данного дома? Площадь данного дома будет составлять около 70 квадратных метров за счет первого и второго этажей этого дома. Здесь человек ощущает прям идиллию с природой, и вид, который открывается нам с этих панорамных окон, он прекрасен. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы поехали дальше.